Николай, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что с 90% вероятностью украинские военнопленные моряки будут освобождены ко дню выборов парламентских. Вот что вы думаете по этому поводу, насколько это реально, и есть ли у вас информация, на что полагается Порошенко? Ну, прежде всего, надо помнить, что еще в мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес приказ о применении срочных мер, согласно которому он обязал российские власти немедленно освободить и передать Украине 24 моряка и 3 военных судна, захваченных возле Керченского пролива в нейтральных водах 25 ноября прошлого года. И на текущий момент российские власти до сих пор не выполнили это обязательство, наложенное на них международным судебным органом. Что касается практической стороны дела, то совершенно очевидно, что вопрос освобождения моряков лежит исключительно в политической плоскости. Решение сейчас должен принять фактически только один человек, это президент Путин. На текущий момент никаких ограничений процессуального характера для того, чтобы Российская Федерация, не доводя это дело до приговора, удерживая моряков, то есть отдала их раньше и продолжила это дело дальше, ограничений нет. И фактически в рамках единой стратегии освобождения военнопленных моряков задача как раз стояла в том, чтобы сформировать наиболее подходящие условия для принятия политического решения. Вот сейчас эти условия фактически созданы. Что касается сроков, президент России Путин после саммита G20 заявил, что он не хотел бы увязывать освобождение моряков с предвыборным процессом в Украине. Поэтому относительно сроков, скажем так, их освобождения я не готов давать какие-то комментарии, потому что это абсолютно неблагодарное дело. Их могут освободить завтра, их могут освободить на следующей неделе. Здесь все зависит исключительно от политической воли Кремля, а предугадать, что в голове у президента Путина, я не могу. Николай, вот сегодня омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова встретились в Киеве, и уполномоченные Верховной Рады по правам человека и российские омбудсмены обсудили возможности освобождения военнопленных и не только, и даже говорили о обмене каких-то списках с именами заключенных в Украине и в Российской Федерации. Вот как вы думаете, какие итоги этой встречи мы можем увидеть, и насколько эта встреча действительно эффективна? Ну, это не первая встреча омбудсменов. Я напомню, что несколько недель назад они встречались в Москве. По всей видимости, это продолжение этого диалога, который, по счастью, возобновился. Конечно же, гуманитарные вопросы должны, безусловно, решаться. За 5 лет прошедших число граждан Украины, политзаключенных граждан, которых удалось освободить, не превышает дюжины. Это последними освободили Ахтема Чайгоза и Ильмия Умерова. И не было единого подхода, каждый раз это была какая-то индивидуальная история, которую удавалось так или иначе довести до конца. Я приветствую намерение омбудсменов, скажем так, подготовить необходимые условия для возвращения граждан Украины домой, соответственно, российских граждан, как то требуют россияне, обратно в Россию. Но, опять-таки, вопрос, как, по какому принципу будут составляться эти списки, верифицироваться, какие процедуры, потому что у всех дела разные, находятся в разных стадиях, в разных регионах. Какие-то дела находятся на территории оккупированного Крыма. То есть там достаточно большой комплекс работы и проблем, которые необходимо предусмотреть. Спасибо. Это был Николай Полозов, адвокат, с нами на прямой связи.